Программа «Новости» подводит информационные итоги дня. В студии Зураб Центроев. Здравствуйте. Еще одно новоселье в Новом Биное. Фонд имени Кадырова построил дом для бывшего правоохранителя Саламу Тибигова. В преддверии самого массового ифтара. Мы собираемся накормить десятки тысяч людей. Будет узбекский плов национальный, это будет лепешка, будут овощи, помидоры, огурцы, салаты. В центре Грозного готовятся к приему десятков тысяч гостей. Как выбрать экологически чистые продукты и сэкономить? Ассортимент у нас будет консервация, это мясная продукция, это кисломолочная продукция, это кондитерские изделия. Сельхозпроизводители приглашают на ежегодную ярмарку Рамадана. Новоселье накануне отметила семья Тибиговых из Нового Биноя. Такой подарок преподнес общественный фонд имени Кадырова. Глава семейства Саламу и его родные, работая в правоохранительных органах, посвятили себя служению Родине. С поздравлениями к Тибиговым приехал и глава республики. Слово Рамзану Керимову. В правоохранительные органы Салам Тибигов пришел в начале 2000-х, когда в Чечне шли активные боевые действия, а силы международного терроризма прочно обосновались на территории региона. Свои лучшие годы он, как и тысячи других правоохранителей, отдал во благо Родины. Несколько месяцев назад у мужчины случился инсульт. Он не мог ни говорить, ни передвигаться самостоятельно. Узнав об этом, Рамзан Кадыров лично выехал к боевому товарищу, распорядился отправить его на лечение в лучшую клинику страны и решить жилищные проблемы. Еще одним подарком для Тибигова стала высшая республиканская награда «Орден Кадырова», который он получил лично из рук главы региона. Республика награду орден Кадыров. Бисмилlah. Salamı düzeli dühürle düğünde amalaş herkam هو بالع هو ظلمخ هو بيتنخ هو وغبيستي هو ديال ماستوي ظلمخ أم حلدق شعر وشنا دمق يقنا اشت حقيت وينا وستوش اشت شيء ناقص شيء كان ديال الخلا يح يلش خلق دوش ميرا وشا اشت شيء دوزل قين إيش كان ديال الخلا شا اشت ديونال دوش شيء يح يلش شيء Ona olş diksak welda teşildi ve da mola Ramzan Ahmatoviç ol döhürdüna ve o alla gudar to balhan duel erdoldas to niyatna vasti duel da Allah disah taysa dakhni diyatsak wash erdol jera ish taqwa da assalamu pachasha da tunti isan bolcherti umar kamos someti khoch tsongchonti da dakhilhan wayna wasti da ter düzelsti تونغش ولا تاخ مسني هول المداهر عيالو يش ولا تيزت دل مصو اور سير بال بوش بو بيش ديش ناتيرز بال بوش مصو اور قهوه شو رمضان ما تشين دغر ديريز خل ادرس زي ما هو اشت سلام رمضان ما تش شا خديا شو تموتي اشت سونغش سمغرا و رمضان ما تش الله اشت الش شا ور وتي ثاني ور دو الله اشت تون اوردن كديره ولوچناي инсультош и цапалиризованный едуквейса тетам чавоч ишти цабеш холча больше вала бамадони рамзан мач улливана ца цавел штепнер чаболчин хусумнан дюзел беш бохтер герешна ца иш метхол шватали бош чавоч вавеш арби дас рамзан мач чавоч даса хажа волвел шин орден кадиролу эл орден кадиро рамзан да улчена тун барга делдо хидат тун мабат صاد الله إشت بالقون غوي شورت بقون ده الملا الحمد لله ده الملا أولي برتو هروش هذاك ديلر دو الله أكبر. По стопам отца пошли трое сыновей – Сулим, Сулумбек и Аламбек. Они не остались в стороне, когда республика нуждалась в защите. Сулумбек, защищая родину и товарищей, героически погиб в 2003, а Сулим – в 2007 году. У него остались два сына – Якуб и Муслим. По словам матери, потеря сыновей стала для нее самой большой утратой. يا أحمد تاج دو ديكستك وهم داتون تحليز دوي
تبي بدل ديش توري شاش أوصل ما قيت أخير ما الوزن شاش هو إيش قد من متجح أرض دول شولي قلت شيء قاكنتي يولي فرصت حتى بلغ تاس عجبه شابر دعم رمزان ما بيندير دعم نص وهم دعني صديق صوتها دير ريس غلط ومزن دير يتسجن أحمد حجي فندو مصر أربول هالخزات إيدي تخون دير ريس غلط من موسكوا بلنيتي وجيتي Аламбек, младший сын в семье, после гибели Сулумбека вступил в правоохранительные органы. Вместе со старшим братом Сулимом плечом к плечу защищал родину от бандформирований. По словам Аламбека, братья всегда опекали его. Страшная новость о гибели Сулима настигла его во время несения службы. Зодный чотирьом тюзик да сүйек олшты да чаешты це якын сүйегу мама гайт ба короче ты можешь тавала его что вы это. Сулим и Сулумбек отличались мужеством и отвагой, и братья всегда были готовы прийти на помощь в трудную минуту, так их воспитал отец. Саламу продолжил работу в правоохранительных органах даже после трагической гибели сыновей. Сослуживцы вспоминают Тибиговых как настоящих защитников Отечества. Сулейма бекка дальсишн шине далгазот قبل دويلا شيء آمد حجيني داقلنا وشيء أقسلامنا هر دقودي شكنت وجز كمادات هتي إرندات زاشن ولر إشي هم مخنا خلقنا بيدي والأحمد حجينو داقلنا وشيء سلامو دحر دوينا حبينا وشيء كان تقدني أنشر دعوالشي وقبلخ يدوق دلنا يوه ولا وتشاكل ويسوت هو أحمد حجينو دقيرتن هرسلامو سقين بيوزل بويز that's they raise خلق دينا نانا بقول يا أردوليل شينا سانو تعبي شبي سقبي سبراد يا قردولر تخو داقين إسقادن رشوتي يزرع يوشنا مولشنا داق وصومنا اشتغل على سلم إن سونجيم هم يحصلوش تجاه نجلس قد رجزا كان ديلا عوديش ناوصل ديش وريزا اشتشوا لدروش دي كانت وريزا وصومنا دويش توش نستور نستيل شو غدور توش تال خليس اشتغلتين تعلق خلق شو ديك ورا لامس وصومنا تلدروش دي كانت وريزا صح وخدنا در تليفون تاخ بالغ حدول ويز دال بالغ حدوش ويز دبغنا خلا توت اعدان يرتسان تو سليم سو ابو بكر محمد وبي ثاني يو محمد ابو بكر سياوت ابو تشاشي الا ويجانت ابو تشاشي او تخش ملا سيوش تدول قوش طي حوش تخش ال تخش اول تخش نيش زسادت انسول صار حتى يرز سلم اس ورج يقن يوتو اس ورج وزين شو واقعا سيا واقعا داتا ودينا الدوشكا طول سلم عندنا عش تعديش دور جيح لقا هم ولقا يعني هو تعديش ها كوج لازين برقصة كوج لازين سوالوش سلم سنرق ذاك شين رق ذاك شيء يجي ولا معدين سلم عينه جيزي وقع جينا شا ودير دون بوش شو غدور ناوس طور سلم عندنا إزدال هلك باش شيء ساعات سمعت دلش تعديت شو ما دور سلم تليفون تو أخير سلم جو يا قجة مجادو شو إشتدو هندو إش داسات وار خلتها وقع شيء هاي لدرجة سما بيرجع شيء كان تواتسون على سلام وسؤال تعديغ زوز ده جو سياسة دولير توزع داس كنت دقن دق تغن السلام دليش تاج أحمد حاج سي أربعة شهادين سنية ده شا ميتشات ويس هنجو ميتشامتي أحمد حاج ده باش ده ده ما بتشارم زان سو بوشن قيشن هنجو ميتشا تون على أولي تون هيغلوش ديلو ديشن قيشن تاريخ شورا نجيت ديلا ورا يعني بالوش سا إنسرو تول تانك شولم هنك شول ما بتشوف مسكوا بيجين قيش بيجين جو وعلو شورا إنت هذا هو اللي غلا ونديل غيرت اشتغل يزوقتن ده اللي كان بيقام بوقتن هو هزوم شيء نبتشوفه في دولشن ماشين ديك واش ديك مصومة بتشوفه ما وصل ديش تقام
Пока Саламу находился на лечении в Москве, строители возводили его новый дом. Работы выполнялись оперативно. Рамзан Кадыров поручил, чтобы к приезду Саламу все было сделано на высшем уровне. И теперь Тибиговы отмечают новоселье. Поздравить их с этим важным событием приехал лично глава республики. Первым делом все вместе совершили в новом доме коллективный намаз. Богословы поблагодарили главу республики за помощь всем нуждающимся. تخولي تخلدر لونش تخدير شتوشتل هم شلتا ديوش عديش توشتل شو أنا ما خادوا تون هو أردوش أتصل بوق بالبو رزقل وش دال دنيا آخر ديقل دويل دال حين تديش مصو موش خلروال حين ديش مصو ديكني قاش ولا دير رزق. У порога нового дома Рамзана Кадырова встретил Саламу. Если совсем недавно мужчина не мог ни говорить, ни передвигаться, то после лечения он чувствует себя намного лучше. Мужчина поблагодарил главу региона за помощь и поддержку. Рамзан Кадыров вместе с новоселами осмотрел новый дом, затем поужинал в кругу семьи Тибиговых. Перед отъездом глава республики сделал вместе с новоселами фото на память и обещал быть частым гостем. Рамзан Керимов, Халид Мавсаев, Джамалаил Хаджалиев и Дени Хавхаров при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости. Меньше чем через сутки в центре Грозного соберутся десятки тысяч людей, чтобы принять участие в народном ифтаре. По словам богословов, на последние дни Рамадана выпадает ночь могущества и предопределения Лейлат аль-Кадр. На главной площади и прилегающих улицах уже установлены столы, а многочисленные повара готовятся к ответственному дню. Подробности предстоящего события в материале Розаны Цамаевой. 1500 столов общей протяженностью 18 километров расставлены, флаги и баннеры развешаны. К проведению масштабнейшего мероприятия народного ифтара все практически готово. Сейчас организаторы заняты наведением последних штрихов. Вот под этими шатрами будут готовить еду для постящихся. В этом процессе задействовано более полсотни поваров. В их числе и Талат Маликов. Он признается, что причастность к такому благому делу дает ему силу и вдохновение. Настроение бодрое. Мы, как говорится, физически мы как-то, закалка есть. Самое главное. А так, основной наш труд этот. Мы надеемся, это сделаем. И у нас получится это все. Все расходы массового ифтара взял на себя региональный общественный фонд первого президента, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. В меню для постящихся национальные кавказские и узбекские блюда, овощи, фрукты, восточные сладости и напитки местного производства. К шатрам, пунктам готовки еды подведены все коммуникации. Продукты уже закуплены, готовить блюда повара начнут завтра после завершения джума намаза. Обслуживанием постящихся займутся преимущественно волонтеры. Все, конечно, с большой ответственностью подошли к этому мероприятию, потому что это очень серьезное мероприятие, будет очень много людей, и мы надеемся, что каждый, который сюда пришел, будет доволен нашей пищей. И не секрет, что пища приготовлена именно на дровах, на костре, так скажем. Вкус, конечно, у него будет отменный, намного лучше, чем на бытовом газе или будь это еще что-то. Поэтому мы решили именно готовить на дровах, на костре. Подготовительные работы идут полным ходом и не прекращаются даже ночью. К площади перед мечетью подвели дополнительное освещение. Установлены на площади перед мечетью 8 дополнительных опор, значит, по 2 мощных светильника на каждой опоре. Значит, плюс по периметру площади еще дополнительно 8 светильников. Сделано освещение в зоне обслуживания. Доксараду, дала, вай махкан, вай хоман, носу босабнатир,
Свое желание принять участие в этом масштабном мероприятии, а значит прикоснуться к благому делу, изъявляют и десятки мусульман, проживающих за пределами региона. Свои комментарии они оставляют на странице главы республики в Инстаграм. مصو كيبر الله ديل ريز وشكون ومساجي قيقر دوكسك داهكر الله ديل ريز خير وشكون دور صندين مصو بوسب سق مرغداس ووشخ كاتن ديل دقدر سينيس كوتش سويا حججو أزدين لا والله تعبوس الوجه يجي خير مصو تاخل مرغداس دور دخوي ووش كيتر دخوي سرت تشيشني ماجيكا ولور دخوي أتو بجوار دخوي لا والله مرغداس سوين قيقر سق مرغ داسي ترتسحمتو هر ميل سيل حتى زكور غيرهم دويز ميل خو بطنشهم دويز ميل بوصل نيخ دغنا شوتش دويش ويل شوتش دويش خز سوري خيريز خز مرغ داسر خير دويز يزبيس مسو اور اقا ووشي قطل ادم سحقول ده نيت قاتش يقول دينا المتك سون خينيات اس يعق زعما شو دالا يسندول ديكنيش وين مخكن دا ليلوا اقا وين مخكن أتكيبر دا يشور إذا وين دا لبيلي تون بوسر دا ويدا تقدا يز بيس نشكا أي ورهول بيس أستنش أو يز ليران بيسو لا قدر بيس على بالقلون شو سجى إذا ربطت عملين سنش أو يز بيس وما كر بصل ناري ما سيرجع تقدر تاقش لوش قات سمت تجاه عن ساعة داقر عن لوش قات عن ديس قدر قيقا بوسة سيرجع. Уже завтра, после совершения вечерней молитвы, десятки тысяч мусульман соберутся на площади перед мечетью, чтобы совершить масштабный ифтар. Время до наступления сухура они проведут в поминании Всевышнего. Таким образом, каждый из них покажет свою сплоченность, единство и богобоязненность. Розана Цамаева, Адам Чикуев, Эдени Хавхаров. Новости. К проведению первого столь масштабного народного ифтара Грозный практически готов. На площади перед мэрией, напомню, уже расставлено около 1500 столов. На их сооружение понадобилось более 400 кубов лесопиломатериала. За один стол одновременно могут сесть 24 человека. Для них около 200 поваров, начиная с полудня, будут готовить блюда кавказской и узбекской кухонь. В связи с тем, что на народный ифтар ожидается большое количество постящихся, богословы призывают участников разговения иметь при себе молитвенный коврик для совершения вечернего и ночного намазов на прилегающей к мечети территории. Мероприятие подготавливается за счет средств фонда имени Ахмата Хаджи Кадырова. Практически все работы завершены. Идут уже подготовить, расставляем стулья, убираем, чистим столы, протираем их. Оставшиеся подготовительные работы к этому грандиозному событию не прекращаются ни на минуту. На данный момент рабочие заняты развешиванием флагов и баннеров. На площади перед мечетью установили дополнительное освещение. Во время совершения ифтара для постящихся будет организована специальная сценическая программа, где выступающие будут читать мавлид и исполнять нашиды. По вечерам, в принципе, это нормально, это приятно. В завершении вечера глава республики вместе с соратниками и другими верующими отправился в мечеть имени Хамзата, дяди пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы совершить таравих молитвы. Призывая к совершению этого намаза, пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Кто проведет ночи Рамадана в молитве с верой и надеждой на награду, тому простятся все предыдущие грехи». Таравих выполняется до конца священного месяца поста. Отношения между Россией и Турцией стремительно возвращаются в нормальное русло. Это приветствуется властями двух стран и рядовыми гражданами. Ситуацию в российско-турецких отношениях прокомментировал в Инстаграме глава Чечни Рамзан Кадыров. Рано или поздно это должно было случиться. Я с самого начала резко осудил действия Турции, сбившей в небе над Сирией российский Су-24. Так не поступает дружественная страна. Турецкие СМИ и социальные сети начали писать, что я чуть ли не против ислама и мусульман. Если даже весь мир перевернется, я не сделаю и одного шага против ислама. Я говорил, что Турция сбила самолет не только соседа, не только дружественной страны над чужой территорией, но и самолет государства, гражданами которого являются около 30 миллионов мусульман. Я решительно поддержал требования руководства
руководства России к Турции о принесении извинений и возмещении ущерба. Так и произошло. Но через полгода, когда было сказано много неприятных слов, разорваны связи и всевозможные отношения. Теперь пройдет много времени, прежде чем все вернется в прежнее русло. Безусловно, я являюсь одним из убежденных сторонников самой тесной дружбы между нашими странами. Уверен, что такую же позицию занимают подавляющее большинство трезвомыслящих политиков Турции. События последнего времени показали, что так называемые друзья Турции в Европе и за океаном не очень-то уж и готовы крепко пожать протянутую Анкарой руку. Россия всегда была честной и откровенной в отношениях с Турцией. Это не имеет цены. Вместе мы можем быстрее развиваться и эффективно бороться с главным злом современности – терроризмом. Сегодня из Турции прилетели 6 чеченских студентов. Ребята стали очевидцами теракта, который произошел вчера в стамбульском аэропорту Ататюрк. Все они обучаются в различных городах Турции и 29 июня собирались вернуться в Грозный. Из-за теракта ребята смогли бы вылететь на родину лишь через несколько дней. Однако благодаря усилиям правительства Чечни они прилетели в Грозный уже на следующий день. В столице помимо родных ребят встречали представители правительства и правозащитники. Оставалось 2 часа до нашего вылета. К тому моменту я видел, что человек бежит и из Калашникова расстреливает во все стороны. Это стрелял. Там уже толпа побежала. Взрыв первый раз такой у меня было. Он меня накрыл, я отключился на, не знаю, на пару минут, наверное. Потом уже встал, и там какой-то шок был. Сам не знал, как себя вел. Наша учеба уже закончилась, и мы планировали на Урза-Байрам быть дома. Ну, если бы не наше правительство, то этого не получилось бы, мы задерживались. Жители, чьи дома пострадали в ходе оползней в Шатойском районе, уже в ближайшее время переедут в новое жилье. Строительные работы практически завершены. Рабочие заняты внутренней отделкой, в некоторых домах даже устанавливают мебель. Улицы уже заасфальтированы. Заканчивается подведение всех необходимых коммуникаций. Рабочие наводят последние штрихи. Новый поселок насчитывает 30 домов, общая площадь каждого из которых 120 квадратных метров. Ежедневно стройплощадку инспектирует ответственный за возведение поселка Магомед Даудов. На контроле каждая деталь. По словам Даудова, главное требование к строителям, чтобы работы были выполнены качественно и в срок. Открытие нового поселка для жителей Гушкорта планируется в ближайшее время. Инженерной коммуникации чекал все, Завтра стартует всероссийская сельскохозяйственная перепись. Участникам масштабной кампании предстоит зафиксировать все поголовье скота, размер пашни, количество садов, в общем, все, что имеет отношение к отрасли. Полученные данные помогут выявить аграрный потенциал страны и помочь тем регионам, которые нуждаются в сельхозподдержке. Подсобное хозяйство Магомед Захираев держит не первый десяток лет. Разводит крупнорогатый и мелкорогатый скот. Коровы и бычки предпочитает казахской, белоголовой, красностепной и сементальской породы. А это главная гордость фермера. 5-летний бычок по кличке Красавчик, примерно весом 1,5 тонны и ростом в холке 1,80 м. По словам фермера, этот бычок претендует даже на рекорд Гиннесса. Труд фермера высоко оценили на различных ярмарках. Магомед не только исправно содержит скот, но и строго соблюдает требования закона в сфере животноводства. Предстоящую сельхозперепись считает необходимой и своевременной. Программа переписи сельского хозяйства 2016 года проходит под лозунгом «Село в порядке, страна в достатке». Она позволит выявить слабые стороны агропромышленного комплекса, требующие государственной поддержки. К проведению этой масштабной работы в республике все готово. Для этого ранее была создана специальная комиссия, в которую вошли руководители министерств и муниципалитетов. Цель проведения переписи – это актуализация тех данных по учету земель сельскохозяйственных, по хозяйственному учет сельских поселений, чтобы мы могли выявить и при формировании прогнозов, при формировании статистических документов знали, что в республике наличие и тот потенциал агропромышленного комплекса всего сельского хозяйства.
Организацией и проведением сельскохозяйственной переписи будет заниматься Федеральная служба государственной статистики по Чеченской Республике. Ее представители в ходе пресс-конференции сообщили, что вся собранная информация будет конфиденциальна и будет использоваться лишь для общей статистики. Переписчика можно будет узнать по синему жилету, солнцезащитному козырьку и удостоверению. Переписной персонал обучен. Значит, они прошли полностью обучение. 80 инструкторов и около 600 переписчиков. С 1 числа начинается сельскохозяйственная перепись. И я призываю население нашей республики активно включиться, помочь в организации и проведении сельскохозяйственной переписи. Переписи подлежат сельхозорганизации, подсобные и христианско-фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства, а также садоводческие, огороднические и дачные объединения. В общей сложности 290 тысяч объектов. Перепись продлится до 15 августа, а ее результаты объявят в 2018 году. Из Наурза-Урбекова, Адам Дениев и Тимур Хайдаров. Новости. Между тем, сельхозпроизводители Чечни готовятся к традиционной субботней ярмарке, приуроченной к завершению месяца Рамадан. Жители республики смогут приобрести экологически чистые продукты местного производства – овощи, фрукты, мясомолочные и консервированные изделия. К тому же организаторы обещают низкие цены. Подробности у Ларисы Джабраиловой. Консервированные овощи и фрукты, напитки, сладости – вот далеко не полный список продуктов, которые торговый дом «Ясен» планирует привезти на сельхозярмарку в Грозный. Для производства здесь, как правило, используют местное сырье. Работают несколько цехов. Это и мясной, и молкомбинат, и кондитерский цех, и цех консервации. На ярмарке они планируют представить весь ассортимент. В первую очередь это для нашего внутреннего потребителя, чтобы потребитель непосредственно от производителя мог купить продукцию. Тем более у нас на это мероприятие продукция будет уже со скидкой. Республиканская ярмарка, которая пройдет уже в эту субботу, приурочена к окончанию священного месяца Рамадан. Вот уже третий год чеченские производители радуют потребителей отличным качеством своей продукции и низкими ценами. Они в этот день будут на 10-15% ниже рыночных. С каждым годом увеличивается количество сельхозпроизводителей именно в сегменте производства сельхозпродукции и желание их участвовать в проводимых мероприятиях нашим министерством. В ценовом сегменте это будет касаться каждого, потому что каждому интересно получить продукт, чтобы он по цене как-то был к этому празднику каким-то образом дешевле. В этом году в ярмарке планируют принять участие около 40 аграриев. Среди них не только крупные производители, но и небольшие хозяйства. Подобные ярмарки – это не только хорошая возможность приобрести качественный экологически чистый продукт, но и ближе познакомиться с продукцией местных производителей. Лариса Джабраилова, Магомед Мударов и Луиза Юнусова. Новости. Легенда спорта и начинающий политик Бувайсар Сайтиев ответил на вопросы журналистов. Общение с прессой прошло в информагентстве «Россия сегодня». Сайтиева спросили о его участии в предстоящих выборах в Госдуму, подготовке россиян к выступлению на Олимпиаде и допинг-скандале. Подробности пресс-конференции в материале Магомеда Ламаркаева. Начиная пресс-конференцию, у президента Федерации спортивной борьбы Чеченской Республики поинтересовались мнением о команде сборной России по вольной борьбе и насколько он оценивает их шансы на Олимпийских играх в Бразилии. Сайтиев, в свою очередь, отметил, что на данный момент спортсмены из России могут претендовать на самые высокие места. Сборная еще не сформирована, но уже известны имена главных фаворитов. В их числе Анзор Балтукаев. В последнее время представитель нашего региона становится чемпионом практически на всех соревнованиях, где принимает участие. За этот год ему удалось стать чемпионом Европы, России, а также победителем международного турнира Гран-при Иван Ярыгин. Россия одна из ведущих стран в нашем виде спорта. Мы лидеры в мире. И наши ребята, которые даже не проверенные, только появляются, они иногда удивляют всех и показывают очень серьезную борьбу. Состав будет со дня на день объявлен. Команда не самая опытная, но будем надеяться на хороший результат. Говорили и о его общественно-политической деятельности. Напомним, в этом году Бувайсар Сайтиев намерен баллотироваться в депутаты Госдумы. Но все же в основном речь шла о спорте. Например, журналист из Северной Ирландии поинтересовался мнением Сайтиева о провальном выступлении сборной страны по футболу на чемпионате Европы, а также что он думает о допинг-скандале, в котором замешана легкоатлетическая команда России. К сожалению, у нас футбол – это не спорт. У нас футбол – это медиа, у нас футбол – это реклама, у нас футбол – это финансы. Вторая часть вопроса – допинг.
Я согласен и с нашим президентом, и с руководителем Минспорта, что ответственность должна быть персональной, как и в спорте, так и вообще в жизни. Была затронута тема недавно проходившего в Грозном чемпионата России по греко-римской борьбе. По его итогам определились имена основных претендентов на участие в летних Олимпийских играх в Бразилии. Путевку в Рио с высокой долей вероятности могут получить как минимум 3 классика из нашей республики. В их числе Исламбек Альбиев, Ильяс Магомадов, а также борец из Чечни, но представляющий Санкт-Петербург и Ростовскую область Ибрагим Лабазанов. Мы со своей стороны наших ребят, выходцев из Чеченской Республики, потенциально, которые должны к нам домой вернуться, потом должны с нами работать, воспитывать в нашем виде спорта детей. Мы их тоже поддерживаем сегодня. Хотя официально они не представляют нашу республику, поэтому для нас это очень важно. Прокомментировал Сайтиеви недавнее свое назначение на пост советника главы Дагестана Рамазана Абдулатипова. Напомним, ранее такую же должность он занимал и у главы Чечни Рамзана Кадырова. Мы посчитали, что политически некорректно будет советнику Чеченской Республики выдвигаться от Республики Дагестан. Рамзан Ахмадович был не против. Я представляю интересы в том числе более 150 тысяч чеченцев, проживающих в Дагестане. Я сам из них. Учитывая, что речь идет о налаживании добрососедских отношений, сейчас до 2018 года, видимо, этот информационный накат на Владимира Владимировича Путина и на его ближайших соратников будет продолжаться. Поэтому с нашим населением надо работать. Вспоминая недавнюю гибель вице-президента Федерации спортивной борьбы Адлана Вараева, Сайтиев отметил, что с его кончиной весь борцовский мир потерял великого чемпиона. Сегодня руководством Чечни проводится работа по увековечению памяти легендарного борца. Магомед Ламаркаев, Джамлайл Хажалиев. Новости. Безопасность детям. Под таким названием в Наурском районе прошла благотворительная акция. В священный месяц Рамадан сотрудники отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения по Наурскому району подарили десятки автомобильных кресел владельцам транспортных средств для перевозки юных пассажиров. По словам сотрудников ГИБДД, наличие в автомобиле удерживающих устройств значительно повышает уровень безопасности при перевозке детей. Удерживающие устройства. Sen soğutan işte ayıyormuş. Dakika yok kolu terge diğer diye o diğer nurşen işte yer dakika bir das yükselişen kala udерживающий устройств хили yazar itsahılar o nistel çena so khibol no havzom sen işte işte beşe maso ладугуш o dael çok qiyetiş o. Владельцы транспортных средств были приятно удивлены неожиданными подарками. Они выразили благодарность сотрудникам ГИБДД за проявленное внимание. Огромное спасибо нашим инспекторам, что они делают такую работу, наблюдают за порядком. В общем, порядки на дорогах нам нужны, чтобы никто не нарушал, и тогда будет безопасно. Меньше будет пострадавших, скорби, несчастья на дорогах. В общем, за все им спасибо. Повысить духовно-нравственный уровень молодежи. В Грозном наградили победителей телевизионной гуманитарной олимпиады «Алимон». Викторина прошла совместными усилиями Министерства Чеченской Республики по делам молодежи, Духовного управления мусульман, Российского исламского университета и телерадиокомпании «Грозный». По словам организаторов, все участники были хорошо подготовлены. Игры получились интересными и занимательными. Традиционно олимпиада проводилась по темам история ислама, философия ислама и жизнеописание пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. دعوش بوش أقبلها أون بفيد بول بالا خملدو شدقناه بو فيد شدقناه بو أخا خيوق عقيوم مثلا شيء خيوق عديق شوي بولش بول يركجي نخ أخا ير أخا مثلا شيء حام درسة دعدي درسة خير باش بول فيدا إذا بوق إذا سلوش ده دي كان سبيه كان بول دي شيء دوس دي شيء فيدا عدوش طولهما. По итогам Олимпиады, проходившие в 3 этапа, выиграли 4 человека. Али Загаев, Магомед Таймусханов, Мансур Умалатов и Малика Шикиева. Все они получили ценные призы и благодарственные грамоты. Лучшая участница получила от фонда имени Кадырова возможность совершить хадж.
لا أتهن سيقزامتي جوهري ألتشنا ياسر لا إشتانيس دلار إسون دقر بركل ألو أردر إز سوغة تنشارنا قجاه داق مال سيتان داق مال شولشنا دلار يسخل مسانا. Таким был этот день. Я желаю вам только хороших новостей. Алик Юношев.